Глава Ингушетии обсудил с руководителем управления Федеральной антимонопольной службы по республике мониторинг ценообразования на социально значимые товары и меры по его регулированию. По мнению Калиматова, условия санкций негативно влияют на работу по укреплению экономики всей страны и Ингушетии в частности. На фоне ограничений внешних рынков важно не позволить резких скачков на товары первой необходимости. Мне поступило более 50 обращений из-за роста стоимости сахара и муки. В наших силах сдерживать скачки хотя бы на эти продукты. Интересы социально незащищенных мы должны защищать, подчеркнул он. Глава региона рекомендовал разработать предложение во взаимодействии с региональным правительством по ограничению ценового подъема. Также он добавил, что к данной работе при необходимости будут подключены средства Национального фонда развития Ингушетии. По данным Ингушского УФАС России, отделение осуществляет постоянный мониторинг, а также проводит проверки в отношении всей товаропроводящей цепи. В заключении Махмуд Али Калиматов призвал ведущих товаропроизводителей и поставщиков, представителей бизнеса войти в положение большинства людей, не загонять жителей в долги. В нашем управлении проводился ежедневный мониторинг, и сейчас продолжается он с 2020 года. Это на самом значимый продукт питания. Это хлеб, мясо, крупы, яйца. Необходимо отметить, что в обсуждаемой части круг полномочий антимонопольных органов входит пресечение злоупотребления доминирующего положения и антиконкурентное соглашение. При поступлении жалоб и обращений на повышение цен на продукты питания, которые производятся в других субъектах, мы отправляем коллегам данного рода заявления, а также отправляем эти заявления в Центральный аппарат ФАС России. Центральный аппарат ФАС России проводит проверку в отношении всей товаропроизводящей цепочки и принимает меры. Сегодня очень много у нас есть обращений. У нас должны понимать именно торговые предприятия, рынки, центры торговые, что у нас не такие уж обеспеченные люди живут. Вот. И мы стараемся в части того, чтобы что мы можем, что у нас производится на сегодняшний день. Это мясо, там, баранины, говядины, птицы. Мы ярмарки сейчас будем делать. Наха, значит, в прошлом году там снизили мы и по луку, и там по овощам некоторым. Но самое главное, щикор. Цены подняли. Значит, муку в этой части усилить эту работу и взять под контроль. Индексация не настолько растет, зарплат, пособий людей. Но хотя первоначально надо же как-то понимать, мы ведь живем здесь. И это же наши близкие, братья, сестры, родственники. На ком ты хочешь заработать? Не загоняйте людей в долг. Завышает цену производитель. Тоже с коллегами соединяйтесь, скажите, слушайте, изначальная цена, вот у нас говорят так, дайте свою цену, сопоставьте их. И тогда опять нашим скажите, слушайте, лукавите вы немножко здесь. То есть я хотел бы, чтобы вы не просто вот там у нас пошли, а вот эту всю цепочку прослеживали поступления.